Добрый день, Мираб. Дидик Хелшин. Гам живе в Сакартвело. Если, например, это если обращаюсь к Грузии, так же? Правильно я говорю? Правильно. Очень приятно. Ага, Баркл. Победа. Ага, Баркл, да, Растан. Мираб, я предварительно к нашей передаче смотрел, биографию просматривал из всех доступных средств, которые были в интернете. Я узнал, что вы преподавали в Ингушетии несколько лет. В самые тяжелые вот эти годы, когда здесь проблемы были, вы писали работу и преподавали у нас на нашей родине, и преподавали ингушский язык преподавания. Что интересно, а потом мы уже перейдем к общим вопросам, если можно коротко. Как это получилось? Все начиналось, в общем, что же касается самоназвания кисти, конечно, этот термин бытует у нас не только в источниках, но и в народе. Вот в тех, которые соседствуют с ингушами и с чеченцами, термин кисть, кисти, кистинцы имеет умехмумахевцев. Однозначно это ингуш, а у хевсуров это и чеченец, и ингуш тоже. То есть объединяющий этноним. И у нас в истории были случаи, когда вот нахские языки обозначались не только нахскими языками, но и кистинскими языками.